Сохраним память о подвиге героев Великой Отечественной войны. Галина Владимировна, вы являетесь жителем блокадного Ленинграда. На тот момент вам было всего лишь 6 лет. Расскажите, пожалуйста, что вы помните об этом времени? Да, мне было только 6 лет тогда. Ну, в памяти, конечно, немного сохранялось. Но что сохранилось, то, наверное, на все время останется теперь уже. Вот. Как объявили войну, я не помню. Первое впечатление мое о войне, это когда мой папа пришел домой, одетый в военную форму, шинель на нем была одета уже. И он дошел на кухню, и его провожали, все плакали, обнимали его. Ну и я тоже плакала вместе со всеми, раз все плакали, и я плакала, хотя не очень понимала, почему я плачу. Мама часто болела, кашляла она, дома почему-то стало холодно, не стали топить, и кушать тоже меньше стало еды у нас. Часто я просила, когда иногда мама говорила, что нету, хлеба даже нету. Окна почему-то залепили, заклеили полосками бумаги, крест-накрест, вот так заклеивали. Вот, и начались бомбежки. Мы жили на первом этаже, а внизу у нас в подвале было бомбоубежище. И когда начиналась бомбежка, когда вот сирена гудела, и по радио передавали воздушная тревога, всем спуститься в бомбоубежище. И мы тоже ходили в бомбоубежище первое время. А потом уже со временем мама, когда заболела и слегла, совсем не вставала с постели уже. С нами осталась бабушка, и нас некому было отводить в бомбоубежище. А мама моя вскоре умерла. Умерла, и я запомнила, как бабушка позвала меня в другую комнату, в которой тетя жила, и сказала: попрощайся с мамой. Я зашла, мама лежала на полу, на одеяле или на простынке. Я забоялась ее, конечно, глаза закрыты у меня были, но потом все-таки подошла, потрогала ее, она была очень холодная, и сразу отбежала я, потому что я испугалась. А нас с братишкой отдали в детский дом, отправили, потому что нам не с кем было оставаться. И брата я потеряла, и я больше его не видела. Мы с ним расстались, и вот так потерялись, и больше я найти его не смогла. Как пыталась найти, все-таки не нашла. Сохраним память о подвиге героев Великой Отечественной войны.